Активисты собрали более 4000 подписей за Ижевск. Расписались все герои социалистического труда, великие оружейники, рабочие заводов, преподаватели университетов, деятели культуры и простые ижевчане. Эту папку члены экологии и культуры лично доставили в ЦК. Параллельно с этим 20 апреля новый руководитель Удмуртского обкома Петр Грищенко направил в ЦК письмо, где предложил подумать о возвращении названия. В своей записке Грищенко написал и про листовки, и про попытки демонстраций, и про бюллетени в поддержку Ижевска, и про письма, и про то, что все оговорки на публичных мероприятиях в названии города неизменно встречаются аплодисментами. К тому моменту, по информации обкома, во многих коллективах не было даже одного, двух, трех человек, которые высказывались бы за Устинов. 90% и рабочих, и служащих, и интеллигенции однозначно высказывались за возвращение прежнего названия города. И несмотря на все давление и борьбу властей с Ижевском, ижевчане не отступили и добились своего.